И оказалось, что предки сарматов, гаплогруппа у них R1b. Так вот, говоря о том, что откуда появились сарматы в свое время, они появились, судя по тем данным, которые есть, еще аж в Южной Сибири 20 тысяч лет назад. Прямые предки сарматов. Они прошли длинные, долгие миграции. И шли они оттуда через Южный Урал, через Приуралье, через Северный Казахстан. И в итоге очень такие реперные точки прохода будущих сарматов – это была батайская культура. Значит, Северный Казахстан… Древнейшая. Да, да одна из древнейших, это тысячелетия назад. Потом это была ямная культура, а ямная культура датируется 5300-4600 лет назад. И вот эти самые ямные культуры в особенности, она отличается тем, что в ней есть четкая метка в ДНК, и не просто R1b. R1b много. Если он скажет, что он там блондин или брюнет, пойди разберись, кто-то мои родственники, близкие люди. А там есть четкая метка, а она идет в каталог как Z2103. Вот Z2103. И вот эта метка, все, кого нашли, группу людей в ямной культуре, все имели Z2103. Я, кстати, говорю, Z – это просто английский вариант. На самом деле, наверное, Z для русскоязычной аудитории стоит говорить те, кто знает, тем более, немецкий язык. Так вот, это Z2103, ее опять же нашли у всех практически сарматов, для которых определяли датировки. Более того, там не только сарматы, а вообще поразительная находка то, что четверть армян имеет Z2103. То есть, получается, а вот эта культура, которую находили, которую определили, это на Волге. Получается, четверть армян – это волжане. Их предки пришли, точнее, предки пришли с Волги. И получается, четверть армян – это исходит из ямной культуры, вторая четверть – это из Месопотамии, это уже J2, и остальные все они по малым фрагментам, а основные две – это вот как раз северяне и южане. Ну, археологически как раз подтверждается это в Армении. Есть археологические культуры, которые явно северных территорий. Да. Так вот, сарматы – это, судя по всему, потомки, в частности, ямной культуры, а ведь ямная культура, напоминаю, 5300-4600 лет назад, а сармат это уже начинается почти с перелома эры, старой и новой эры. Это, например, 4 век до нашей эры, это 2 век и начало нашей. Почти наше время. Да, ну почти. На самом деле, там 2000 лет разницы. Да. Ну вот, по сравнению с тем, что были те самые древние ямники. Получается, оттуда пошли эти сарматы, и они стали кочевниками, и они, собственно говоря, ходили по южным территориям, или там умеренно южным территориям, как раз, опять же, Северный Казахстан, Приуралье и так далее. Поэтому здесь примерно сарматы, ситуация с ними более-менее сейчас ясна, хотя, конечно, как всегда, в науке поступят новые данные, позволят переоценить. Но пока вот то, что есть, то есть. А скифы, у них R1A, они тоже из Южной Сибири, тоже появились 24 тысячи лет назад, по последним данным, и тоже шли оттуда, южнее, правда, и в итоге оказалось, что две группы разных по родовой принадлежности, скифы и сарматы, они ходили челноком, как кочевники, вот по южным территориям, и, видимо, много друг от друга переняли. Потому что, когда историков спрашиваешь или читаешь их работы, а какие отличительные способности сарматов, они говорят, в общем-то, если честно, отличить от скифов очень трудно. И был один самый, наверное, известный сарматолог Советского Союза, и он незадолго до своей кончины он сказал сотрудникам, что, честно говоря, я до сих пор так и не знаю, кто были сарматы. Потому что многое сходное. Скажем, у скифов есть 3 характерных признака, которые обычно историки рассматривают. Это оружие, характер оружия, это захоронение с конем, и это звериный стиль предметов. И у сарматов то же самое. И они с конем хоронили, да. Тоже похожие вещи. Почему тяжело археологу в этом отношении? Они обычно работают, как я в итоге уразумел, говоря с археологами, по интуиции. Вот он представляет, что вот это вот скиф, а вот это сармат. И поэтому то, что ДНК-генеалогия дает пока, хотя пусть будет предварительные данные, что это R1A, а это R1b, то может теперь уже более конкретно показывать, кто есть кто. Так что здесь сарматы – это
потомки ямников. И вот потомков сарматов, их среди этнических русских примерно 5%. То есть 5% этнических русских имеют гаплогруппу R1b, Z2103. Так что это прямые потомки сарматов. Остальные R1b у русских, они другое происхождение. Обычно это с Запада. Это, видимо, потомки тех военспецов, которые приезжали на службу царю уже в средние века, потом ремесленники, которые пребывали много немцев среди них, а у немцев огромное количество R1b. И вот поволжские немцы и прочее. Поэтому здесь у русских R1b имеет два компонента. Один древний, ямный, сарматский, и второй – это уже западное происхождение. Вот так можно примерно тоже отличать, кто откуда появился. Поэтому как раз хорошо было бы, что историки этим заинтересовались и попытались верифицировать, дополнительно привнести новые данные, чтобы проверить, окончательно создать концепцию, кто такие были скифы и сарматы. Потому что много легенд. Например, шляхтичи польские, они объявляют, что, как правило, сарматы. Они потомки сарматов, да. Они сарматы. Хотя, когда стали брать, опять же, по группе потомков шляхтичей, как они себя представляют, там опять сборная солянка. Есть R1b среди них, да, но есть много других. Поэтому вот эти самые заявления, они далеко не всегда на них можно опираться. Но, тем не менее, это информация, которая предоставляется, которую можно изучать. Я еще должен дополнить, сказав, что потомками сарматов являются 5% примерно этнических русских, но должен сказать, что потомки скифов вообще почти никого нет. То есть это на уровне менее 1%. Эта тема часто обсуждается, что вот русские, они потомки скифов, и так далее. Никак не проходит. Потому что это характерная гаплогруппа, если у R1b это Z2103, у скифов это R1a, Z2123. Ну, здесь, скорее всего, людей вводят в заблуждение, что гаплогруппа R1a, а нужно ведь смотреть гаплотипы. Нет, еще до этого. На самом деле, это еще и 100 лет назад, и 150, что вот русские потом из скифов, еще не зря же Блок писал, да, скифы мы, да, азиаты мы. Кстати. Да, с жадными там раскосыми очами. Вот. А эта точка зрения давно шла и обсуждается. Но когда сейчас взялись измерять, выяснилось, что карача-балкарцы, да, там треть карача-балкарцев имеет Z2123, потомки скифов определенные. Еще есть Z2122 тоже есть. Это родственная, да. Она менее выражена, но родственная, безусловно, да. Есть. А вот у русских, когда стали смотреть, ну, там менее 1%. То есть, на самом деле, скифы это все-таки не являются предками русских, это они ходили, видимо, южнее. И поэтому, когда Васнецов рисует картину «Битва славян со скифами», видимо, он тоже интуитивно понимает, что это разные народы, разные люди, они бьются друг с другом. Так что это тоже кусочек знания, который ДНК-генеалогия принесла в эту давнюю дискуссию о том, кто является предками славян, являются ли они скифами. Вот к этому разговору. А какие народы являются прямыми потомками? 5% русского народа, вы сказали, да. Потомки сарматов. А другие народы? Да, пожалуйста. Во-первых, это большое количество людей на Кавказе. Потому что из ямной культуры было старое заблуждение, которое укоренилось настолько сильное, что его сдвинуть трудно. О том, что якобы из ямной культуры, это были труды Марии Гимбутас, это литовско-американская историк-археолог, что они пошли на Запад, ворвались конными ордами в Европу, Западную Европу, Центральную Европу, устроили там геноцид, а тем, кто выжили, тем передали свой индоевропейский язык. Но Гимбутас здесь ошиблась по меньшей мере дважды. Во-первых, никакого индоевропейского языка по всем доступным данным не было у ямников, а если был, то там скорее был прото-тюркский язык, которого нет в Европе. А во-вторых, известно, куда они шли. Вот вопрос становится четким. Куда шли носители Z2103? Шли они через Кавказ, и поэтому у балкарцев выражено более, чем у карачайцев, как раз Z21, R1b, Z2103, и там еще одна есть, М73. Далее это по всем народам практически Кавказа, это и азербайджанцы, дагестанцы, скажем, там лаки дагестанские, они же лакцы, они же леки, Z2103, ну да, Z2103, и так далее. И, наконец, они дошли до Турции. В Турции огромное количество этих самых
R1B, Z2103. Так что, также, скажем, езиды, есть такой народ, который разбросан, правда, по разным концам, но это народ Ближнего Востока, это ассирийцы. У ассирийцев, кстати, большая доля, больше всех, Z2103, это вот R1B. То есть, в основном, коротко говоря, как они прошли вот эти самые ямники, они прошли потоком, большим или маленьким, пока неизвестно численно, прошли на юг, они уперлись реально в Ближний Восток и Месопотамию, и все. И дальше они там и остались. А в Европе имеется огромное количество R1B. Это другая ветвь. Разошлись оттуда вот так, Z21-23, а это прошли другие по имени там P12. В Европе не сарматская. В Европе не сарматская, принципиально. Это совсем другая ветвь, которая разошлась, от которой в одну сторону пошли вот эти сарматские, а точнее ямники Z21-03, а в другую сторону пошла то, что стали потом будущие европейцы. Они прошли до Пиренейского полуострова, и как культура колоколовидных кубков они хлынули в континентальную Европу. И за 1000 лет они практически все ее заняли. Поскольку они поубивали активное коренное население тогда Европы, вот они и оказались в самом большом количестве, и сейчас их в среднем 60% в Европе, у басков это 85%, у ирландцев 85%, у англичан где-то 85-90%, у шотландцев 60%, их немножко разбавили викинги. Они ближе всего к Скандинавии, поэтому там многое родина, но скандинавской. Поэтому вот это все народы, ну и, само собой, в США переехало много людей с островов британских и так далее, поэтому там очень много R1B. Вот такая схема. А вот если взять Индию, вообще нет R1B, то есть это, так сказать, не арии. Если взять и дальше, Индонезию, Вьетнам, там Австралия... Стоп. Что значит фраза? Они не арии, а потому что ария – это R1A, которые прошли вот по пути оттуда, и их, этих R1A в Индии до 72% в высших кастах. Ага. Брахманы и раджпуты. Это да, это вот среди брахманов вообще больше 90%, а R1B там нет. Вот они не тем путем шли, они обошли Индию, видимо, с севера, эти самые R1B, и вот дошли до ямной культуры, и Кавказ, и Ближний Восток. И это понятно, что Индонезия, там и нативное население, там папуасы, я не знаю, там австралийские аборигены и прочее, у них R1B вообще нет. То есть R1B, вот эту часть мира, Юго-Восточную Азию и южнее там Полинезию, не затронул. Ну, кроме того, что в Австралию и Новую Зеландию, понятно, потом приехали, как и буры в Южную Африку, принесли голландские свои R1B. Вот это ареал примерно R1B. Скифы занимают другую. Они тоже прошли. Опять же, я уверен, если, конечно, меня тюркологи не переубедят, что карачао-балкарцы, у них вот R1B – это ямники, а R1A – это скифы. И, скорее всего, аланы. Вот у меня такое ощущение, хотя это надо еще доказывать. Вот что вы думаете по этому поводу? Ну, во-первых, должен сказать, что это очень интересно, то, что сейчас Анатолий Алексеевич рассказал про именно в контексте ямной культуры. Ведь еще в советский период, когда еще таких революционных открытий не было, когда не было новой исторической науки ДНК-генеалогии, была версия, что скифы связаны не то с ямной, не то с рубной культурой. Но сегодня уже понятно, что скифы связаны с рубной культурой, а как вы сейчас нам рассказали, сарматы больше связаны с ямной культурой. Но тогда этого еще не было известно, и кто-то из авторов писал, что скифы они происходят от ямной культуры, другие оппонировали им, говорили, что нет больше данных как раз о связи скифской культуры с рубной культурой. Вот. И была такая неразбериха. Более того, невозможно было понять, где же гунские, где позднесарматские памятники, а где аланские. Ибо и там, опять же, возвращаясь к обычаю искусственной деформации головы, они вплоть до Венгрии и в гунских памятниках 4, 5, 6 веков тоже распространены. Именно с появлением вот этих открытий и ДНК-генеалогии мы теперь можем разделить. У нас реально появилось, даже я вспоминаю эту работу такой ранней Аланы Абрамова, крупнейший алановед, сарматовед советский. Она на страницах этой очень хорошей книжки не могла все-таки определиться, где же
похоронен сармат, а где гун, а где алан. Но теперь это легко Вот определить. я об этом и говорю, что с появлением данных революционных исследований у нас реально появилась возможность определить этническую принадлежность археологического памятника. Потому что в чем главный недостаток археологических памятников? Они немые, они молчат, они не могут сказать, человек какой национальности там погребен. В этом главный недостаток археологических памятников. И это как раз порождает другую проблему, я бы сказал, даже порок. Археологи направо и налево произвольно, кто во что гораздо, пишут печенег, гун, сармат. Интерпретация. Интерпретируют, да. В этом значимость. Теперь, переходя к вопросу, я думаю, что именно с позиции лингвистики, именно с позиции тюркологии, ну, со скифами тут уже все практически все ясно, все понятно. И когда мы берем огромный массив, и в книжке, которую я вам подарил, новой моей, я там привожу большой такой массив, лингвистический, скифский, который интерпретируется не просто с помощью тюркских языков, но интерпретируется в комплексе, то есть с учетом этнических особенностей скифских племен, тюркских народов, их быта, хозяйства, культуры. Духовной, материальной культуры. Именно так нужно подходить, когда анализируешь лингвистический материал. Как подходил небезызвестный вам Василий Иванович Абаев, крупнейший специалист по иранским языкам советского периода, который, можно сказать, монополизировал вопросы скифской лингвистики, прежде всего лингвистики, но и вместе с ней истории, и особенно аланский вопрос. Он подходил чисто как лингвист. То есть Абаев игнорировал сведения о быте, хозяйственном укладе скифов и сарматов тоже, об их материальной культуре. Ну, например, игнорировалось то, что скифы в соответствии с античными источниками употребляют кумыс, кобылье молоко. Употребляют конину, что совершенно не характерно, не просто не характерно, а многие иранские народы современные, практически все, испытывают даже некое отвращение к кумысу и конине. Как это пишет известный специалист по иранским народам Кисляков. Это не мои слова. Я цитирую Кислякова. Крупный советский специалист по иранским народам, по Средней Азии. Вот. То есть, игнорируя вот этот материал, Василий Иванович Абаев как бы натягивал скифский лингвистический материал на иранскую теорию. Поэтому, если исходить из... Ну, я уже как-то здесь говорил о том, что даже названия богов по Геродоту, скифских богов, они иранистами были признаны, что эти слова не поддаются переводу с иранских языков, но они прекрасно переводятся с таких языков, как карачаево-балкарский, чувашский, татарский. Вот. Тюркский языки. Да, тюркский. Теперь, переходя к сарматам. Вот здесь очень интересно. Я начну, наверное, тоже, так сказать, с ранних работ, 30-х годов. У нас был такой крупный специалист по античности. Она была и лингвистом, Колобова. Крупная очень. Она очень плотно занималась, очень глубоко изучала памятники сарматского периода, письменные эпиграфические памятники сарматского периода при Черноморье. И у нее даже есть работа, такая обширная работа. Это в сборнике, посвященном годовщине очередной Марра. 1935 года, по-моему, она так и называется «Сарматский язык» или «О сарматском языке». После выхода этой статьи разгорелась полемика, выпады начались в ее отношении. В частности, Кагаров выступал резко против нее, так как он был яростным сторонником иронизма сарматов. Колобова вполне обоснованно, проанализировав все греческие надписи, греческие эпиграфические памятники, в том числе и вот на сарматских предметах, пришла к выводу, что, я бы сказал так, буду по-простому говорить, исковерканный греческий язык этих надписей исковеркан каким-то явно не иранским языком, а каким-то другим. То есть те характерные признаки, которые присутствуют в этих памятниках эпиграфических, они не характерны абсолютно для иранских языков. Значит, нужно искать в другом направлении. То есть тон был задан тогда, но, конечно же, под прессом советской цензуры все эти выдающиеся исследования, я считаю, были забыты. Но если мы обратимся к той же сарматской ономастике, то есть название
местностей. Там есть название города, столицы одного из сарматских племен, столица Сираков, Успе, например. Есть имена вождей сарматских. Но когда сарматского вождя называют беем или беком, ну, я думаю, что тут даже и переводить не надо. Каждый, кто знаком с историей тюркских народов, маломальски, он может понять, что это тюркское слово. Далее, отличие сарматского материала лингвистического от скифского в том, что его еще меньше сейчас, не так много. Но и то, что есть, прекрасно толкуется, переводится с тюркских языков. И по признанию самого же Абаева в свое время и Миллера, многие имена в том же Танаисе или Вольвии в надписях не переводятся с иранских языков. Да, часть, по мнению Миллера, нашего знаменитого русского ученого-ирониста, могут быть переведены с иранских, но абсолютное большинство варварских имен, ну, как вы понимаете, теперь я беру всегда это в кавычки, в свете того, что я в начале сказал, в самом начале, перейдем как бы к обобщению, наверное, этого материала эпиграфического и выделим из них, наверное, имена. Если мы выделим имена, именно сарматские, ну, то есть часть имен, они непонятно, сарматские они или скифские, либо к какому-то другому местному народу принадлежат. Но если мы выделим сугубо только сарматские, так вот порядка 90% этих имен, они прекрасно переводятся с тюркских языков. И опять же, особенно с таких языков современных, как алтайский, чувашский, карачаево-балкарский, караимский. Ну, то есть, с тех тюркских языков, которые максимально сохранили архаичные, древние черты свои. Наверное, это какой-то знак, в каком направлении нужно искать ответ на вопрос об этнической принадлежности, языковой принадлежности тех же сарматов. Я сейчас не хочу ничего утверждать, ибо, как я сказал, что по скифам уже это понятно, ну, практически уже. И ваши исследования, которые выявили прямую связь между современными тюркскими народами и скифами в плане именно ДНК, та самая Z2123, которая присутствует и у татар, и у алтайцев, и у карачаево-балкарцев существенно, и у каракалпаков, у других народов, она говорит, наверное, о какой-то все-таки генетической преемственности современных тюркских народов. Кстати, именно вот эта гаплогруппа, этот тип Z2123 объединяет все тюркские народы сегодня.